Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Мы завершаем раздел «Искусство». Тема урока «Мои достижения». Подводя итоги этого раздела, вы понимаете лексическое значение слов по теме искусства. Можете определять причинно-следственные связи в текстах. Умеете пересказывать тексты. Умеете находить информацию в словарях. Писать связанные предложения по теме, правильно писать предлоги со словами, а также использовать в речи простые и сложные предложения. Страница 29, упражнение 1. Распределите правильно. Поместите каждое слово в свой домик и запишите. Например, домик с рисунком – это краски, живопись. Домик со сценой – это театр, сказка, спектакль, пантомима. Ребята, далее попробуйте выполнить самостоятельно, описывая эти домики и используя слова-помощники в учебниках. Страница 30, упражнение 4. Образуйте слова-признаки от слов предметов и запишите. Например, житель города – какой? Городской. Житель села – какой? Сельский. И так далее. Вспомните род имен прилагательных. Ребята, далее попробуйте выполнить устно. Задание 5. Сыграй роль. Выберите слово и попытайтесь с помощью жестов и мимики показать ветер, птицу, робота, кошку, зайца, дом. Страница 31, упражнение 7. Допишите слово. Спектакль – это представление. Сцена – это на котором происходят представления. Зрители – люди, которые смотрят. Используйте подсказки, ребята, например. Спектакль – это интересное представление. Далее, используя подсказки, выполните самостоятельно. Задание 8. Отгадайте устно загадку. У меня есть карандаш, разноцветная гуашь, акварель, палитра, кисть и бумаги плотный лист. А еще мольберт, треножник, потому что я... Отгадайте, ребята. Урок окончен. Спасибо за работу.